Здравствуйте, меня зовут Никульшеева А Ксения, меня Ксенофонтов Василий. и тема нашего проекта– влияние табачных изделий на организм подростка. Цель работы– доказать пагубное влияние никотина на рост и развитие организма и обосновать угрозу курения для здоровья подростка. Проблема курения является одной из актуальных проблем нашего времени. Если подросток будет знать о вреде курения и его пагубном влиянии на здоровье, составе табачного дыма и его последствиях, то курящих станет значительно меньше. Один из наиболее распространенных в мире факторов, губительно влияющих на здоровье– табакокурение. Табак– единственный вид потребительской продукции, который в конечном счете убивает половину своих постоянных потребителей, являясь одной из причин высокой распространенности сердечно-сосудистых, онкологических и многих хронических заболеваний легких. Курение– главная причина болезней и преждевременной смертности современного человека. В нашей школе существует проблема курения, и мы хотим обратить на это внимание. Таким образом, мы выбрали эту тему, так как считаем, что проблема борьбы с курением очень актуальна, и решение ее в первую очередь зависит от сознательности самих людей. Главное оружие в борьбе с ними– это информация. Необходимо, чтобы каждый человек знал о действии, о вреде, приносимом ими организму подростка. Причины начала курения. Отсутствие определенных жизненных целей и низкая успеваемость в школе. Отношение к курению как проявление зависимости и даже мужества вызвало определенную норму поведения. Социальная приемлемость курения в конкретном обществе. Влияние курения на организм. Вред никотина для растущего организма намного серьезнее, чем для взрослых. Токсины действуют на подростков сильнее и быстрее вызывают привыкание, поскольку тело еще не до конца сформировано. От курения страдают все системы организма, подвергаются негативному воздействию процессы роста, умственное и половое развитие. Мы провели опрос среди наших друзей и знакомых разных возрастов, и вот что мы выяснили. Изучение распространенности табачной зависимости среди курящих подростков показывает, что среди школьников зависимостью страдает каждый 10-й школьник, а также при высокой распространенности большой процент подростков не курит. Таким образом, для большинства некурящих подростков причина, связанная с риском для здоровья, оказалась ведущей для отказа от курения. Это говорит о том, что убедительно представленная информация о вредности сигарет существенно влияет на формирование отношений к табакокурению. Перестать курить– это очень трудная задача для большинства курящих. Отказ курящих от сигарет означает освобождение от зависимости, которая имеет физиологические и психологические компоненты. Вот некоторые способы бросить курить: врачебная помощь, акупунктура, напряженная работа, спорт. Что подтвердить? Раз, два, три. Что подтвердить наши слова, мы провели небольшой опыт, имитируя вату как легкие. И как вы можете заметить, все вредные вещества, которые находились в сигарете, осели на ватке. То же самое происходит и с легкими курящего человека. Работая над темой проекта, мы убедились, что табакокурение является пагубной привычкой современных подростков. Проделанная исследовательская работа о влиянии курения подтверждает факт отрицательного действия на здоровье и функциональную работоспособность подростка. Необходимо дать понять каждому подростку, что здоровье вещь весьма уязвимая и далеко не всегда поддающаяся восстановлению. На этом